Трагический день в истории нашего народа, день скорби и памяти. 25 лет назад сынам Абхазии в очередной раз пришлось продемонстрировать свою храбрость и мужество. Они практически безоружными встали на защиту Родины. Началась Отечественная война. Кровопролитная и разрушительная, погубившая тысячи жизней, сломавшая многие человеческие судьбы. Утро 14 августа по традиции началось с возложения цветов к мемориалу славы, где похоронены защитники Отечества. Отдать дань памяти погибшим в столице, в парк славы, пришли матери погибших воинов, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварча, премьер-министр Беслан Барцыц, депутаты парламента, общественность. За независимость Абхазии вместе с ее народом сражались добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры из дальнего зарубежья. Около 3000 защитников Отечества погибли за свободу и независимость Абхазии. Среди них был и 24-летний Мераб Тарнава, единственный сын Нины Габуни. Так сложилось, что сразу после окончания университета он встал в ряды защитников Родины. Мераб погиб в мартовском наступлении, так и не успев создать свою семью. Посмертно ему присвоено звание Героя Абхазии. И большинство тех, кого я знала, это ребята не вернулись. Никогда я не могу забывать. Трудная старость, это печаль, никогда просто мы вид не подаем, что как будто ничего не случилось. Но такую боль терпеть очень трудно. Этот день никогда не забываемый для абхазской нации и для абхазской земли. Но в чем где-то мы себе успокаиваем, что этот печальный день кончился победой. Жертвы есть, но война без жертв не бывает. Но где-то мы можем гордиться своими детьми, и народ Абхазии, спасибо, благодаря те, которые на помощь приехали, за справедливость, которые поддержку дали. Им большое спасибо. Это наша земля, это наша Родина. Мы должны бороться, нам некуда было идти. Но те люди, которые приехали с Северного Кавказа, с России, я благодарна на всю жизнь, которые в трудное время, которые встали с нашими детьми. Спасать жизнь бойцов – это была ежедневная тяжелая работа фронтовых медсестер. Днем и ночью, при любой погоде, под обстрелами, бомбежками, укрываясь от вездесущих снайперов. Работа, целью которой была победа жизни над смертью. Работа в условиях боя, после которого звенит в ушах, и голова словно налита свинцом. Даже спустя четверть века именно такими воспоминаниями делятся те, кто ценой собственной жизни шли спасать. Приехала с Москвы в отпуск, и началась война. Ну, несмотря ни на что, пошла тоже со своими соседями, братьями. И получилось так, что в танковый батальон попала. У Фазлы Биагидзе была. С кем я была, они, танкисты, погибли, вы все знаете, они там покоятся. И я со остальными девочками дошла до Ингура. Первые потери девочки наши, что погибли в Новишерах. А мои девочки погибла Инга Габнева, самая молодая, тоже она была бронетехник с нами. Ей 17 лет было. Легла отдохнуть, и осколок попал ей в висок. А остальные вот тоже девочки в наступлениях ранила. Кто погибал оттуда, с Сейшеры шли, мы с команд спускались оттуда. Ощущение, конечно, неприятное было. Сперва я не поверила. Тогда в 92-м тоже году, я в 80-м тоже попала так, в этот переворот. Я думаю, 2 дня, 3 дня успокоиться. Потом смотрим, месяц-два уже в оккупации были. Тогда уже точно поверила, что мы действительно попали в войну. И я осталась до сих пор здесь, живу в Абхазии, 2 детей. 18-летние девушки во время войны плечом к плечу сражались вместе с отцами, мужьями и братьями. Каждый день и час были рядом с теми, кто боролся за свободу и независимость Родины. Трудом и подвигом своим они приближали победу. Лали и Сиани вместе со своим 19-летним братом прошла всю войну. В этот день моя мама поехала в Ачимчиру утром рано и очень рано обратно вернулась. Мы говорим, мама, что случилось? Она говорит, по-моему, война, там на дороге столько танков. Я говорю, господи, мама, какие танки? Она говорит, да, по-моему, война. И вот это вот ощущение войны, что этого просто не может быть,
Просто в детстве, когда мы играли, можно так сказать, в войнушки, мы все это представляли себе, а здесь это все наяву, на самом деле. А мой брат говорит: мама, что, мы все на войну пойдем? Но он уже, ему 19 лет. А я говорю: вы что, с ума сошли? Какая война? Это просто не может быть. Но на самом деле он ушел, и я тоже пошла. Это все на самом деле оказалось, все явно, все вот здесь вот. Просто пули, я не знаю, бомбы, все. Эти ощущения просто их невозможно так выразить, высказать. Несмотря на то, что я сванка, мой брат сван, все равно мы родились здесь, мы выросли здесь, мама у меня абхазка. И вот это вот ощущение моей родины, что я должна встать на защиту, оно присутствовало всегда. Вообще в советские времена нам это всем внушали: твоя родина, твое вот. И мы встали на защиту. Брат вернулся? Да, слава Богу, вернулись все, мы целы. Конечно, у нас есть погибшие в нашей семье, но слава Богу, мы живы с братом. 413 дней длилась страшная кровопролитная война. В боевых действиях участвовали более 12 тысяч человек. Сплотившись в час тяжелых испытаний, наш народ выстоял. Война завершилась победой народа Абхазии. День начала войны, когда грузинские агрессоры зашли по Абхазию с огромным количеством техники. И в тот день мне запомнилось, что вот по телевизору выступил наш председатель Верховного Совета. Его слова до глубины души дошло до каждого человека, и народ как один кулак встал. Хотя оружия мало было, вы помните, в 89 году даже гладкоствольное, все, что было охотничье, все было изъято у населения. Вот Восточный фронт выручило то, что взрывчатое вещество очень много было в шахтах, и большинство начала войны мы начали с этого. Всем ветеранам желаю удачи, чтобы этот день, такой день для нашего народа больше не повторялся. А всем погибшим вечная слава. Мы в долгу перед теми, кто положил свои жизни на алтарь свободы и независимости нашей Родины, перед теми, благодаря которым сегодня у нас есть возможность строить наше будущее собственными руками. Вечная память погибшим героям, вечная слава живым. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.